на вопросы и так далее. Мы будем работать 2 дня. И для того, чтобы понимать, кто с нами сейчас в нашем открытом пространстве, но в формате онлайн, нам бы, конечно, хотелось, чтобы мы знали, кто к нам присоединился и откуда, чтобы понять географию. На данный момент 40 подключений, мы видим уже 43, да? Так, давайте проверим, все эксперты у нас подключились. И город Якутск. Ну что, начинаем? Я предлагаю начать наше мероприятие, а коллеги будут подключаться. И думаю, ничего страшного, если кто-то чуть позже это сделает. Но самый главный ресурс, который у нас есть и которого нам не хватает, это временной ресурс, чтобы уважать друг друга. Я думаю, мы начнем, потому что у нас четко расписан хронометраж. Уважаемые коллеги, участники, слушатели, соорганизаторы, эксперты нашего волшебного мероприятия под названием «Школа ТОС» или «Школа территориально-общественного самоуправления города Якутска» от имени Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Республики Саха-Якутия, от себя лично. Я рада всех приветствовать и хочу пожелать плодотворной, эффективной работы в течение 2 дней. Это второе мероприятие в этом году под названием «Школа ТОС». Первое у нас прошло достаточно успешно в мае этого года. Присутствовал мэр города Якутска Евгений Николаевич Григорьев. Собственно говоря, инициатором этого мероприятия является окружная администрация города Якутска, за что мы очень благодарны за доверие. И эксперты Единого ресурсного центра находятся сейчас здесь, в общественном центре города Якутска, собирают все данные, которые вы будете отправлять в чат. Кроме вашей презентации, которую мы ждем в виде фамилия, имя, отчество, телефон, ваша электронная почта, название организации, мы будем готовы получать ваши вопросы, ответы на которые, скорее всего, мы будем получать завтра в 16:00. Ну, собственно говоря, согласно программе, которую мы всем отправили. И я очень рада всех приветствовать. У нас уже достаточное количество подключений из города Якутска, из муниципальных образований, наследников Республики Саха-Якутия. Подключаются наши уважаемые эксперты. И хочу вкратце в 2 словах сказать о том, о чем мы сегодня узнаем. Ну, во-первых, мы сегодня на нашей площадке, онлайн-площадке, поговорим о поддержке и перспективах развития территориально-общественных самоуправлений в городах Якутске и Иркутске, об успешных доказательных практиках деятельности ТОС в Пермском крае мы услышим сегодня, спасибо экспертам. О таком инструменте развития ТОС и инфраструктурной поддержки, как ресурсный центр. Иркутская область представит деятельность отдела по развитию ТОС, который существует и достаточно успешно реализует свои программы и проекты. Мы поговорим о стратегии развития территории, объединения усилий власти, общества и бизнеса на примере Ульяновской области. И мы поговорим об успешных муниципальных проектах, поддержанных в рамках и инициативного бюджетирования в Якутии. Это сегодня.
а завтра в это же время в 14:30 по Якутску и 8:30 по Москве мы будем говорить с вами о положительном опыте развития малых сельских территорий, городских округов на примере Иркутской области. Мы будем говорить от эксперта Высшей школы экономики Сергея Кузнецова о менеджменте местного сообщества и соседских центрах и третьих местах. Будем с вами рассуждать на тему эффективных, успешных, внедренных и эффективных практиках ТОС Волгограда. И причем не только в сфере благоустройства, но также в сфере социальной поддержки граждан, что очень важно, что границы и возможности ТОС, они обширны. Кроме того, участие ТОС в такой индустрии, как туризм, на примере Архангельской области мы тоже будем говорить, и разберем пошаговый алгоритм создания регистрации ТОС с экспертами управления Минюста Российской Федерации по Республике Саха-Якутия при поддержке нашего уважаемого эксперта Вячеслава Идреева, с которым многие из вас знакомы, и который на первой школе говорил как раз об алгоритме создания, регистрации, возможности развития организации и так далее. Ну что, я с удовольствием говорю о том, что мы с вами начинаем школу ТОС. Разрешите мне буквально несколько минут сделать вводную презентацию, прежде чем я с удовольствием передам слово Руслану Владимировичу Тимофееву, заместителю главы и руководителю аппарата окружной администрации города Якутска. Сейчас я попрошу свою презентацию поставить. И мы поговорим с вами о том, что нам действительно необходимо развивать такой институт, как территориальное общественное самоуправление. И потенциал движения ТОС, он огромен, и мы это понимаем. В активе движения ТОС строительство, ремонт дорог, восстановление памятников, объектов духовного наследия, детских спортивных площадок, объектов культуры, центров досуга, создание туристических объектов, домов творчества, ремесел, благоустройства территорий, поддержка людей, нуждающихся в особой заботе и многое другое. Но для понимания и для того, чтобы вы знали, куда обращаться по вопросам от создания, развития и менеджмента, управления внутри такой формы некоммерческой организации, как ТОС, я бы хотела сказать в 2 словах о нашем едином ресурсном центре поддержки СОНКО, развития гражданских инициатив, который был создан специально в прошлом году на базе фонда «Семья для ребенка» по распоряжению правительства Республики Саха-Якутия для оказания комплекса информационных, консультационных, методических, образовательных услуг, для развития внедрения социального проектирования в детскую, молодежную, общественную среду, но также для администрирования грантов главы и грантового конкурса «Алмаз-Эргенбанка». Для сведения хочу сказать, что мы проводили исследование потенциала гражданского общества в республике в прошлом году, и на слайде видно количество некоммерческих организаций, рост, и я считаю, на душу населения в республике это очень большое количество, говорит активности, о нашей гражданской активной позиции. Мы видим количество территориальных общественных самоуправлений в республике, их на данный момент в органах юстиции зарегистрировано 25 в городе Якутске, 1 организация, и рейтинг мы составили в рамках исследования, рейтинг потенциала гражданского общества, и мы видим, что Якутск находится на 2-м месте. Вот таким образом выглядит география ТОС в Республике Саха-Якутия. Мы видим, что впереди у нас Горный район и Сунтарский районы, и мы услышим доказательные эффективные практики Горного района сегодня от заместителя главы Горного УЛУСа Сарданой Степановны. Распределение ТОС, конечно, неравномерно, но это абсолютно не говорит, что у нас нет активностей. В Республике Саха-Якутия распространена такая
организационная, я бы сказала, исторически-культурная единица, как Тельбе, и их досчитывается более 1700. Это те организации, это те объединения граждан, которые распределяются по территориальному признаку на территориях наших малых поселениях, на слегах, деревнях и так далее. И о мерах поддержки на уровне региона мне хотелось бы отметить, так как мы являемся администраторами грантов главы Республики Саха-Якутия, и все первые заявки прилетают вначале к нам, а потом мы передаем это все уполномоченному органу Министерства по делам молодежи, социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия и в дальнейшем при допуске уважаемым экспертам. И только в этом году появилась такая мера поддержки территориальных общественных самоуправлений в виде гранта. Появилось новое направление из 25 имеющихся. И хочу отметить сумму беспрецедентную на Дальнем Востоке, которая была выделена на поддержку некоммерческих организаций в этом году. Это более 103 миллионов рублей при 40% софинансирования фонда президентских грантов. Всего поступило на конкурс от территориальных общественных самоуправлений 21 заявка. Из них поддержано 7 проектов на сумму, которую вы видите, около 6 миллионов рублей. И мы, пользуясь случаем, поздравляем победителей. По 2 проекта из Горного, Сунтарского, Татинского, Улусов. И уважаемый единственный пока ТОС в городе Якутске. Участие территориальных общественных самоуправлений в федеральных грантовых конкурсах у нас представлено таким образом. Это говорит о том, что нам еще есть над чем работать. Нам, это Единому ресурсному центру и другим ресурсным центрам. Пока что только 2 проекта поддержано на федеральном уровне, но мы видим активное участие некоммерческого сектора, некоммерческих организаций в грантовом конкурсе фонда президентских грантов. Огромное количество заявок. Можно сказать, что каждая 6-я у нас заявка поддержана, и сумма тоже это исключительно заявки, поданные от некоммерческих организаций города Якутска, зарегистрированных в нашем административном центре. И общая сумма финансирования тоже, я считаю, приличная, которая в виде инвестиций поступила в город Якутск. И сегодня мы также поговорим с представителями Минфина Республики Саха-Якутия о том, что прямо сейчас объявлен конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на территории муниципальных образований. Это конкурс на проектов, которые будут реализованы в 2022 году. Дедлайн 29 декабря. Объем средств в республике достаточно большой тоже. И это 500 миллионов рублей, это ежегодная цифра. И сегодня мы узнаем о вовлечении активных групп населения, которые обычно остаются вне активной общественной жизни. Это, кстати, дети, семьи в трудножизненной ситуации, и наш ресурсный центр начинает работать с этой целевой группой, в том числе обучение проектированию детское, молодежное населения. И еще один продукт я бы хотела сейчас очень быстро представить для того, чтобы понимать, что любой активный гражданин Республики Саха-Якутия, города Якутска, может свою инициативу, идею, проект, в том числе, естественно, ТОС, может зарегистрировать на интерактивной карте гражданских инициатив, которая размещена на портале Единого ресурсного центра, он указан. И цель – это размещение своего проекта, заявление о нем, это фандрайзинг, это привлечение ресурсов, это шеринг, это обмен ресурсов и так далее. На карте уже 220 инициатив, она привязана к порталу грантов губернатора конкурса, поэтому, пожалуйста, размещайте свои проекты, свои активности и так далее. И вот такие запросы от ТОС поступили
из города Якутска в наш единый ресурсный центр. В этом году, наверное, мы о нем можем поговорить и позже, и в заключительной части, чтобы сейчас не занимать время, но могу сказать, что запросов очень много. Это и молодое поколение, которое хочет и желает участвовать в общественном самоуправлении. Это и выход на рынок услуг в социальной сфере, это участие в муниципальном заказе, это и возможности участия в народном бюджете, конкурсе муниципального, городского уровня и так далее. Я думаю, что по этому слайду мы можем в самом конце сегодняшнего мероприятия отдельно остановиться. И я сейчас, наши координаты, которые будут размещены, я попрошу в чате нашего IT-менеджера. Сейчас с удовольствием хочу пригласить на нашу площадку поговорить о перспективах развития ТОС в городе Якутске, заместителя главы, руководителя аппарата окружной администрации города Якутска Руслана Владимировича Тимофеева. Милости просим. Спасибо, Ольга Анатольевна. Очень подробную информацию о деятельности ТОСов дали. Действительно, с вами мы уже не в первый раз встречаемся. Уважаемые участники, слушатели и организаторы второго семинара, от имени руководства города, от себя лично приветствую вас на данном семинаре. Наш город Якутск славится неравнодушными горожанами, активными общественниками, готовыми решать свои вопросы через подходы к решениям общественных проектов, вкладывать свои личные усилия и личное время для того, чтобы реализовать проекты на благо общества. В нашем городе зарегистрирована почти половина всех некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории республики. Всего более 860 организаций и тысячи людей вовлечены в социально ориентированную общественную деятельность. Во всех округах действуют окружные общественные советы ветеранов, молодежи, предпринимателей, старост многоквартирных домов и многие другие объединения, которые вносят весомый вклад в общественную жизнь города, помогают в решении и развитии благоустройства территорий. Полезные народные инициативы, общественные проекты ежегодно получают поддержку со стороны окружной администрации, участвуют в конкурсах на программу «Народный бюджет», получают гранты главы и субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Рассматриваем ТОС как эффективную форму реализации инициатив граждан, направленных на улучшение качества жизни на своей территории. Активная деятельность муниципальных ТОСов в муниципальных образованиях способна вовлечь в общественную полезную деятельность большое количество жителей, расширив возможности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, привлечь их к решению и сделать ТОС действенным партнером в решении вопросов органов местного самоуправления. К сожалению, на данный момент в городе Якутске учреждена только одна местная общественная организация, территориальное общественное самоуправление Гагаринского округа в городе Якутск, героев Великой Отечественной войны. Для решения вопросов по развитию ТОС на территории городского округа необходимо применение программно-целевого метода. Анализ различных вариантов решения основных проблем в сфере развития ТОС показывает, что проблемы могут быть решены с помощью различных форм взаимодействия, и наиболее результативными из них являются оказание финансовой поддержки посредством предоставления субсидий на реализацию общественно значимых проектов, оказание консультационной поддержки ТОС, разработка и реализация муниципальной программы позволит выстроить окружной администрации и ТОС города на принципах системности, открытости, и будем в дальнейшем работать на развитии конструктивных взаимоотношений. Конечная цель этого процесса – это создание эффективной системы, позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности на всей территории городского округа. Для реализации мероприятий, которые позволят создать благоприятные условия для развития, утверждена муниципальная программа развития территориального общественного самоуправления на 2021-2024 годы. В соответствии с показателями, индикаторами муниципальной программы, количество ТОС, созданных на территории города Якутска, уже в ближайшие годы должно быть не менее 6. То есть ставятся достаточно амбициозные задачи и цели. В рамках программы создания условий для развития территориального общественного самоуправления на территории городского округа реализуются мероприятия по предоставлению грантов, оказание
помощи в реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий общественных самоуправлений по следующим направлениям. Это озеленение, наружное освещение, обустройство скверов, введение инновационных технологий в области благоустройства, содержание дорог, скверов, общественных пространств, обустройство водоотводных лотков. Ежегодно в окружной администрации города Якутска на данные мероприятия у нас предусматривается более 3 миллионов рублей. Кроме финансирования из городского бюджета, как мы видели ранее на слайдах, ТОС у нас могут претендовать и на гранты главы Республики Саха-Якутия и на другие формы финансирования общественных проектов. Самое близкое к населению власть, представляющая местное самоуправление, это территориальные органы управления. Силами управ городского округа на территории ведется работа по формированию инициативных групп, проводится информационно-разъяснительная работа среди населения о необходимости создания ТОСов и оказывается помощь в проведении учредительных мероприятий. Действительно, большая сложность у нас и в правовой форме. Есть много моментов, связанных с тем, что иногда пытаемся изобрести велосипед, который у нас уже существует. Поэтому, посмотрев вот в рамках данных школ, в рамках обмена мероприятий, посмотрев вопросы развития, необходимо их применять и применять ту юридическую практику по созданию ТОСов, когда можем обойти те подводные камни, которые сейчас существуют, и увеличить количество ТОСов на месте. Хочу сказать, что на территории городского округа города Якутск данные проекты у нас будут развиваться. У нас с окружной администрацией департамент развития территорий будет вплотную отныне заниматься, вести данный проект, координировать и курировать деятельность развития ТОСов будет лично заместитель главы по ЖКХ и благоустройству Егор Ефимович Кардашевский. Поэтому я думаю, что это только начало большого длинного пути для того, чтобы в городе ТОСы у нас только развивались. Хочу поблагодарить организаторов данной школы. Это и наш ресурсный центр во главе с Ольгой Анатольевной и управление по связям с общественностью и молодежной политики, которые вот совместно данный проект реализовывают и в дальнейшем по именно обучению будут вести, а деятельность самих ТОСов, как я сказал, будет развивать и координировать департамент по развитию территории. Сегодня здесь у нас руководитель будет полностью принимать участие в семинаре Владислав Григорьевич Слепцов. Хочу пожелать всем участникам и организаторам активной и плодотворной работы и в дальнейшем успешного воплощения планов по развитию территории общественного самоуправления в нашем городе и в целом в нашей стране. Всем большое спасибо. Спасибо большое, Руслан Владимирович. Действительно, очень позитивное выступление. У нас есть и KPI, и у нас есть сейчас мы видим точки соприкосновения органов местного самоуправления, активных граждан, да, единый ресурсный центр готов помогать. И действительно, я считаю, что когда наличие у ТОС юридического лица, да, статуса позволяет более самостоятельно двигаться вот в финансовом поле, привлекать ресурсы и так далее. Но ничего страшного, если еще у нас только одна организация, я уверена, что у нас будет не 6, а больше, особенно после выступления наших уважаемых спикеров, которые расскажут о том, что, о беспрецедентных количествах зарегистрированных организаций на территории городских округов и муниципалитетах. И действительно, я считаю, что вот правовые вопросы нам важно и нужно будет обсудить, особенно завтра, при участии управления по Республике Саха-Якутия Минюста Российской Федерации. Завтра будут у нас подключения. И в 16:00 у нас вопросы и ответы. Думаю, вот как раз пригласить к разговору представителей ответственных с
Департамента развития территории, органов юстиции, будет наш юрист и все те, кто планирует в ближайшее время подать свои документы на регистрацию. Спасибо большое, Руслан Владимирович. Мы переходим к нашему, так скажем, второй части, когда мы обмениваемся опытом, перенимаем лучшие практики, технологии, которые, я уверена, что мы в ближайшем будущем адаптируем на нашей якутской земле и применим здесь на практике. Я с удовольствием представляю нашего спикера Елену Жданову из города Перми, Пермский край, руководителя специальных программ Совета муниципальных образований Пермского края и члена Федерального экспертного совета по местному самоуправлению и местным сообществам при Общенациональной ассоциации ТОС. Елена, милости просим. Ольга, с удовольствием. Всем здравствуйте. Очень приятно было слышать вот сейчас 2 сообщения первых, потому что, все очень здраво, по делу, и мне кажется, даже в одном стиле у нас сейчас начало, да, потому что я тоже бы хотела сказать о динамике развития территориального общественного самоуправления. Но прежде чем я начну, вот еще раз, Ольга, огромное спасибо за доверие, потому что я считаю, что это вот такая честь оказана нам сегодня с вами общаться и разговаривать об очень важном для всех нас вопросе, да, о том, как будет жить наша страна дальше. Я думаю, что контекст у нас именно такой. Можно дальше. Краткая справка. Я, может быть, буду торопиться чуть-чуть, потому что время мало, а хочется сказать очень много. Следующий слайд, пожалуйста. Можно следующий слайд? Сейчас. Пока со слайдом разбираемся, значит, история территориального общественного самоуправления. Назад чуть-чуть, на второй слайд, пожалуйста. История общественного самоуправления в Пермском крае началась вообще в 90-х. И мы относимся, как сказать, наша история уже насчитывает 30 лет. 30 лет первым ТОСом города Перми. Тогда территориальное общественное самоуправление стало целью, по сути, создания ТОС стало целью муниципалитета. И территории были нарезаны, соответственно, с округами в городскую думу. Вот с чего территориальное общественное самоуправление в Пермском крае начиналось. Прошло 30 лет, и вот такая вторая волна развития у нас началась уже по всему краю. Она началась... Можно на второй слайд, пожалуйста? Она началась уже вот где-то, наверное, 7 лет назад. Почему у меня вот стоит 2015 год, когда Совет муниципальных образований, то есть муниципалитеты, собственно, да, начали отдельную программу, поскольку ТОС в нашем случае, в Пермском крае, это в первую очередь партнеры муниципалитета. Давайте посмотрим динамику. В 2015 году в 19 муниципалитетах Пермского края было территориальное общественное самоуправление. На сегодняшний день 41. Всего у нас в Пермском крае сейчас первого уровня муниципалитетов 45, потому что у нас за последние 2-3 года прошли объединения территорий, у нас практически не осталось поселенческого уровня, 17 поселений у нас сейчас в Пермском муниципальном районе, вот они последние, кто уже, в принципе, тоже стоит на пути объединения. Поэтому 45 муниципалитетов, в 41 муниципалитете есть территориальное общественное самоуправление, где-то 105, как в Перми, где-то 1, как, например, зато Звездный у нас есть такая территория. И по количеству, вот я не знаю, насколько это может быть показательно, но для нас это очень важные цифры, потому что мы, конечно, за качество, но количество тоже имеет значение. В 2015 году 254 структуры территориального общественного самоуправления было в Пермском крае. Сейчас, вот это, наконец, 2020 года у нас цифра 608, но я точно уже знаю, что поскольку вот в 2021 году образовано еще несколько территориальных общественных самоуправлений, сейчас мы где-то говорим о 650 ТОСах, и это количество растет.
Значит, сразу хочу заметить, что юридических лиц среди этого количества ТОС это 117, это где-то примерно 20%, вот так плюс-минус, да. Эта тема для нас тоже очень важная и актуальная. Наша позиция пока сегодня, это как бы выбор должен быть самой организации, да, самого ТОСа, становиться юридическим лицом или нет. Но, безусловно, те, кто становится юридическим лицом, у нас этот процесс идет, и, кстати, он активизировался, потому что это новый горизонт возможностей. Ну, мы, конечно, приветствуем и всяческую помощь при регистрации оказываем. Значит, самый большой ТОС в Пермском крае, на территории этого ТОСа проживает 45 тысяч жителей. Вот. Мы, конечно, не побили рекорд Екатеринбурга, где есть ТОС академический, на территории которого проживает сейчас 140 тысяч человек. Это прям отдельный вообще город. Самое маленькое территориальное общественное самоуправление у нас находится в Юсинском муниципальном районе, такой бывший Коми-Пермяцкий округ, который мы вот присоединили 15 лет назад. Там один ТОС – это 12 человек. То есть у нас ТОС зарегистрирован на, как сказать, включает в себя территорию одного дома двухэтажного. Вот. То есть вот разброс примерно такой, значит, по цифрам, да, получается, 30-летняя история, 600 с лишним территориальных общественных самоуправлений. Ну а теперь, собственно, о том качестве, в котором мы сейчас находимся, но в первую очередь, конечно, о движении, потому что без этого точно нельзя. Процесс это сложный, вовлечение в территориальное общественное самоуправление, тема моя сегодняшняя такая. Это процесс не одного года и даже не двух и не трех. В нашем случае получается, что это история вот уже 7-летней такой активной, как бы, такого пути 7-летнего долгого. Несколько слов о том, какие у нас вот возможности, да, федеральные, региональные, муниципальные. То есть что является поддержкой ТОС сегодня. Это, конечно, федеральные, региональные, муниципальные возможности. Ну, всем понятно про фонд президентских грантов. Это в случае, когда ТОС обладает юридическим лицом. Значит, конечно же, фонд Тимченко. Конечно же, вот фонд Потанина у нас есть уже такие истории, да, когда ТОС реализует с большими фондами свои проекты. Есть у нас, конечно, там и Росмолодежь и так далее. Вот. Здесь же еще краудфандинг и землячество. Вот. Значит, теперь про региональные возможности. Да, вот у нас, конечно же, тоже есть инициативное бюджетирование, закон об инициативном бюджетировании. Первый закон, кстати, в Российской Федерации был принят. Вот. Сумма у нас сейчас тоже на следующий год будет увеличена. Это где-то около 250 миллионов рублей заложено в краевом бюджете. Есть у нас для территориальных общественных самоуправлений, потому что они самые активные пользователи этой программы, самообложения. На один собранный, привлеченный рубль жителей у нас региональный бюджет выделяет 5 рублей. Вот. То есть это такая тоже очень активная программа, она реализуется с 2011 года в Пермском крае. Ну, по традиции конкурс социально значимых инициатив администрации губернатора. Сейчас это фонд грантов губернатора Пермского края. На следующий год мы очень рассчитываем, что доступ к средствам фонда могут получить и ТОСы без статуса юридического лица, ну, как физические лица. Вот. Мы, по-моему, вот по аналогии уже, это не наша придумка, мы по аналогии с фондом ЮГРы, по-моему, как раз вот, будем это делать. У нас активно ТОСы решают какие-то тематические, да, как бы задачи. Ну, например, вот Минспорт у нас активно работает с территориальным общественным самоуправлением в контексте реализации национальных проектов, развития массового спорта и так далее. Ну, естественно, корпоративные конкурсы. Лукойл у нас очень активно реализует. И территориальное общественное самоуправление, конечно же, здесь прям тоже достаточно активные пользователи. И несколько слов про муниципальные возможности. В прошлом году был подписан, да, нашим президентом закон об инициативном проектировании, да, и у нас уже 2 муниципалитета ввели в свои бюджеты
В прошлом году это город Пермь, сейчас вот на следующий год город Березники, инициативное проектирование. То есть реализовать свою инициативу ТОС может вот и посредством не только регионального уровня, да, но и муниципального конкурса проектов инициативного бюджетирования. И, конечно же, в каждом муниципалитете у нас есть, как, наверное, как и у вас, есть конкурс каких-то социальных инициатив. Они все по-разному называются, да. Вот. В городе Перми у нас конкурс называется «Город – это мы». Бюджет у него где-то, ну, может быть, не такой большой, 24 миллиона рублей, вот было в прошлом году, но, скажем так, половину это забирают ТОС. Можно дальше, пожалуйста. Теперь вот прям очень быстро, как мы работали эти 7 лет, каким образом у нас появилась такая динамика. Ну, как вы поняли уже, да, динамика это касается в первую очередь, конечно, образования ТОС на территории других муниципалитетов. То есть город Пермь вырос за это время от 90 территориальных общественных самоуправлений до вот сейчас у нас зарегистрированы 107 ТОС, и все они юридические лица в городе Перми. Вот. Рост активный произошел у нас как раз в сельских территориях, в небольших территориях. Вот. Это такая, видимо, вот, ну, специфика, которая есть у каждого региона. Что происходило, что мы делали, почему на сегодняшний день для Пермского края территориальное общественное самоуправление – это наиболее устойчивая вообще как бы система общественной активности. Мы так это вот сейчас видим и понимаем. Значит, ну, безусловно, не обошлось без того, что, о чем вот уже, кстати, вы говорили, вы это делаете, это на самом деле самое, наверное, главное и самое важное – это идти в люди, что называется, да, потому что без дискуссии, без разговора, без вот демонстрации того, что может ТОС, а что может территория получить, да, в результате того, что ТОС будет организован, это очень важные штуки. Технологии обучения, встречи, события, практикумы. Форматы простые. Начинали мы тоже 7 лет назад прям с выездных семинаров по муниципалитетам, поскольку я представляю сегодня 2 организации, да, Совет муниципальных образований Пермского края, то есть наши учредители, все муниципалитеты. Вот. Мы начинали прям с серии выездных семинаров к жителям. Мы здесь поддержали муниципалитеты. Вот. И такая у нас агитбригада, что называется, да, вот в очень много в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м году мы прям вот колесили по краю. У нас край достаточно большой, вот, но любой запрос, мы на него реагировали. В нашем случае мы тогда являлись, ну, у меня просто была программа, которая называлась «Ресурсный центр по развитию территориального общественного самоуправления, общественных инициатив». И в рамках этой программы Совет муниципальных образований Пермского края вот предпринимал вот такие вещи. Конечно, у нас, мне всегда интересно рассказывать про какие-то неформальные, такие нестандартные способы, да, вовлечения. Хочу привести вот примеры, да, подобрала наши практики, я еще завтра об этом скажу. Ну, например, вот как привлекать людей. Безусловно, ТОС, ну, понятно, что это про благоустройство, про озеленение, про улучшение среды, но, конечно же, в первую очередь это вопрос создания комфортной социальной среды. И поэтому вот у нас, например, были проекты там «Школа леди», да, набирали девчонок там с микрорайона, и, значит, обучали волонтеры, да, там парикмахеры готовить еще что-то. И, собственно, после этого в ТОС уже пришли родительницы, мамы, попросили такую же школу. То есть какие-то простые человеческие моменты, да, мне кажется, как раз вот в этом формате нужно сегодня разговаривать с людьми. Вот эта вот интересная жизнь, какая-то, ну, особая история, участие, именно вот твое признание возможностей. Вот здесь вот про это. Есть у нас еще замечательный пример, который сейчас известен и в Японии, и, в общем, по всему миру практически, потому что во время пандемии они, например, вовлекали людей, да, и как бы рассказывали о себе с помощью там цифровых технологий. Сейчас в этом ТОСе есть детское интернет-радио, которое вещает на английском, немецком, господи, японском языке.
Вот. Но дело-то, конечно, не в этом абсолютно. Дело в том, что они взяли как бы вот за основу вовлечения, привлечения жителей, да, особенно молодежь, что важно. Вот. Они взяли такую креативную историю создания такой особой социокультурной среды на территории. И вот сказочный тост, почему? Потому что во время пандемии они читали сказки по телефону детям, которым нечем было заняться, и, по сути, вот рассказали не только сказки, но и рассказали свою замечательную историю. Сейчас им пишут, что там дети из Японии, когда откроют границы, обязательно хотят поехать в Пыскарское, ТОС Пыскарское у нас называется, 800 человек там проживает на территории. Вот удивительная история. То есть они себе сейчас вот как бы последние там лет 5 создают историю такого туризма. Причем уже понятно, что это может быть даже в большей степени будет зарубежный туризм. Место удивительное. Вот, можно дальше. Елена, Время уже, да? время уже, поэтому, Ай-яй. может быть, мы, пока вы сейчас за минутку будете завершать, мы прокрутим, а Хорошо. завтра подробно Давайте. поговорим. Давайте. Так. Значит, про семинары, про события, про встречи понятно. Дальше у нас огромная просветительская как бы работа, конечно, шла. Мы начинали вообще с листовок в стихах с рисунками. У нас серия листовок называлась «ТОСы решают все вопросы». Вот. И вот для жителей, что называется, да, наверное, помимо средств массовой информации, необходимы абсолютно вот такие простые популярные вещи, когда на простом языке объясняется, а что я буду, вот как бы, что, для чего мне ТОС. Можно дальше тогда, раз мы торопимся. Значит, сейчас у нас очень актуальная форма вовлечения – это стратегическая сессия. Люди собираются, особенно это вот важно в малых территориях, небольших. Общественная стратегическая сессия как разговор о будущем, общем, да, это какие-то планы, рисование карт как бы своей территории со своими мечтами, что называется, если так вкратце. Можно дальше. Очень важный инструмент, который мы сегодня, да, как бы вот задействуем, из чего начинается общение, да, и вовлечение в ТОС, это вот как раз понимание собственной ресурсности территории, паспорт социальной активности, и вот в процессе создания паспорта происходит и общение людей, да, и как бы сбор информации, и вот по сути есть возможность заинтересовать жителей как бы вот как раз вопросами ТОС. Дальше. Там 2 слайда, по-моему, еще осталось. Это чуть-чуть про будущее, потому что это то, на чем можно вовлекать жителей, безусловно, сегодня в работу ТОС. Я, наверное, не буду останавливаться, но вот важно, что актуальная повестка, она должна быть. ТОС – это держатель актуальной повестки. Почему? Это центр жизни и так далее. И люди сами к вам придут, безусловно. И последний, да, наверное, там слайд у меня самый мой любимый. Я уложилась, Ольга, да? Елена, вы не уложились, но нам было очень интересно, и мне Вот. просто было очень Да. сложно вас остановить. Но других спикеров мы попросим укладываться в 10 минут. Вот здесь есть наша группа ВКонтакте. Там вот просто про все, что я сейчас пыталась быстро очень рассказать, можно ознакомиться. Ну и можно тогда вопросы, например, какие-то, если у вас появились после моего слегка сумбурного выступления, можно будет их задать дальше. Я благодарю за эти бесценные минуты, Оль. Большое спасибо вам за внимание. Елена, спасибо большое. Мы еще будем встречаться и завтра, я думаю, еще много раз, потому что я верю в кармические связи. Наша связь произошла буквально осенью этого года, и я поняла, что развитие ТОС в городе Якутске без опыта города Перми, в котором мы видим, да, сам город более 100 зарегистрированных ТОСов имеет место быть, и нам точно ваш опыт пригодится, и различные формы технологии, которые вы применяете на практике. И хочу сказать, что мы тоже очень ратуем за конкурс для физических лиц на региональном уровне, так же, как это происходит в Челябинске и в Югре, и в Новосибирске, потому что это как раз стартап для тех же начинающих ТОСов, для активных граждан и так далее. И у нас тоже есть ТОСы, проекты, которые поддержаны Алмаз-Регионбанком, конкурс, который мы администрируем совместно с банкирами. Спасибо, Елена, и я с удовольствием передаю слово
отдела Иркутской области Анна Бушева, начальник отдела по работе с ТОС ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области. Мы также знакомы, я была в ресурсном центре, встречались в различных площадках, и нам очень интересно узнать, Анна, каким образом такая инфраструктурная поддержка, как ресурсный центр, может помочь нам в развитии территориальных общественных самоуправлений? Коллеги, добрый день. Спасибо огромное, что пригласили поделиться нашим опытом на вашу площадку. Я очень рада этому. Шикарный опыт Перми посмотрела тоже, нашла плюсики, которые можно применить у нас. Коллеги, меня зовут Бушева Анна Андреевна, я начальник отдела по развитию ТОС в ресурсном центре. Наш ресурсный центр, он достаточно молодой. Мы созданы в 2019 году. У нас в ресурсном центре 12 сотрудников, и мы делимся на два отдела. У нас отдельно есть отдел НКО, который занимается некоммерческим сектором, и отдельно есть отдел по развитию ТОСов в Иркутской области. В моем отделе 6 сотрудников, и 3 из них из отдаленных территорий. У нас 42 муниципальных образования, в которых активно развиваются ТОСы. В 2019 году, когда мы открылись, у нас было 100... Где там слайд? Можно перелистнуть, пожалуйста? У нас было с 2019 году, вообще, когда мы открылись, где-то было около 200 зарегистрировано, хоть у нас по слайдам здесь показывает 378, а на данный момент, в 2021 году, мы этим хвастаемся везде, у нас уже, вот на слайдах указано 500, но как буквально позавчера, собрав ответы муниципалитетов, у нас уже 537 ТОСов. Такой большой прирост у нас пошел, потому что люди сами поняли, что в отдаленных территориях только они сами могут творить, как сказать, улучшать качество жизни на своей территории. Юрлиц у нас немного. Юрлиц у нас всего 16, потому что у нас теперь, как сказать, наверное, не только у нас, наверное, везде, что председатели ТОСов у нас являются пожилые люди, и не каждый хочет брать на себя ответственность, отчитываться за юрлицо. Мы сначала создавали ТОСы с жителями, когда мы начали только направление в этом. Теперь мы активно муниципальное образование поняли, что мы друг другу сотрудничаем, и мы им нужны. Мы стали обучать муниципальное образование на своем уровне, рассказывать, обучать, показывать, как создавать ТОСы, проводить семинары. С каждым муниципальным образованием мы работаем по-своему. У нас поступают к нам запросы, где-то вообще нету ТОСов, как создать ТОСы, где-то идут, допустим, уже есть где ТОСы, как сделать с юрлицом. У нас уже с каждым муниципальным образованием специфика отработана своя. Где-то мы выезжаем в территории, где-то они приезжают к нам. В связи с пандемией мы создали Zoom, которым мы делимся. Zoom делимся мы с ТОСами, которые с территориями муниципальных образований. Они спокойно используют наш Zoom. И это большой плюс в том, что мы не собираем пожилых людей сейчас в это сложное время. Как сказать, встреч лично не проходит. Все у нас через Zoom. А если они приезжают к нам в территорию, у нас при ресурсном центре есть коворкинг-центр, где они могут собраться, провести свои встречи. Мы нашим ТОСам даем автомобиль. У нас есть, они пользуются, когда им надо выезжать на какие-то театры, встречи. Помогаем всевозможными способами, которые мы можем. И у нас, к чему я начала говорить, что почему ТОСы с юрлицом, у нас сейчас ТОСы стали больше организовываться. Фишка нашего 2021 года – это ассоциации. Ассоциации создаются при муниципальных образованиях. Специалисты муниципалитета всю отчетность берут полностью на себя. И при муниципалитетах идут ассоциации ТОС, туда входят желающие ТОСы, и уже пошли совсем другие получения грантов, привлечения. Завтра наши коллеги вам расскажут, поделятся. У нас есть маленькие такие деревушки, которые там, я не знаю, по 100 человек жителей, а привлечение в территории до 3 миллионов. Вот, про ассоциации. Это все плюсы у нас. И вот больше у нас пошло все-таки развитие ассоциации вот нынче.
в Иркутской области. Мы для ТОСов создали сайт, где они создают у нас свое портфолио и пользуются для любого конкурса, просто указывают ссылки на сайт ТОСов, где у каждого есть свои победы в конкурсе. Они пользуются вот этим подробно. Мы размещаем их информацию на всех наших страницах. У нас есть и в Фейсбуке, и в Ютубе. И у нас создался очень классный проект, который пользуется большим спросом. У нас проектов очень много, которые мы проводим с ТОСами, но этот я хочу сделать акцент. Когда мы создали по 500 ТОСов и поняли, что мы друг друга знаем только по телефону, но не видели друг друга в глаза, у нас создался проект совместно именно с председателями ТОС, он называется «Час ТОС». У нас еженедельно в течение часа каждую неделю встречаются ТОСы из одного муниципального образования, где презентуют себя. Презентация идет у нас в свободной форме. Кто-то с презентацией, кто-то с словами. Мы просто знакомимся, разговариваем в свободной форме и друг друга уже видим в глаза. И теперь нас не пугает цифра 537, потому что мы на самом деле знаем друг друга уже в глаза, постоянно на связи. У нас для этого создана группа в Вайбере и WhatsApp, где я непосредственно со всеми ТОСами Иркутской области на связи. Мы обсуждаем все текущие проблемы. Если нужно, выезжаем сразу в территорию, решаем всю эту проблематику, подключаем вышестоящее руководство, если здесь необходимо. И на этом же фоне у нас родился еще совет ТОС, который у нас проходит ежемесячно. На совете ТОС поднимаем всю проблематику, которая поднималась за ближайшие 4 недели. Там мы объявляем в конкурсах проводимых, где-то даже если надо, здесь же можем обучить, проверить. Но у нас идет на самом деле связь такая, что мы, вот как будто у нас нет расстояния ни 500, ни 600 километров. Мы на вытянутой руке общаемся с ними по любым вопросам. По конкурсам у нас региональный конкурс один всего для ТОСов. И призовой фонд у него небольшой, всего 4 миллиона, призовых мест 30. У нас на руки они получают всего 110 тысяч. Это, конечно, очень маленькие деньги даже для любой деревни. Здесь без софинансирования не обойтись. Поэтому у нас сами председатели понимают, что им нужно либо юрлицо, либо ассоциация. И они у нас уже сами с этой проблемой обращаются, говорят, давайте мы хотим уже участвовать. И когда мы протранслируем опыт других коллег наших, где они видят наглядно, в каких конкурсах можно участвовать, они прямо все у нас рвутся в бой. И вот мы не только уже с вами делились нашим опытом, а много городов. Вот за последние полгода у нас, наверное, 13-й вы уже, где мы делимся опытом. И каждому, как говорится, все равно каждому нужен свой подход в каждой территории, и с каждым индивидуально мы отрабатываем. Кратко у меня как-то так. Если есть вопросы, задавайте, потому что работы очень много. 10 минут, и я аж испугалась, вы сказали соблюдать время, я прямо аж так что-то сумбурно все и сразу. Анна, я благодарю вас за то, что вы вышли к нам в эфир. Берегите себя, свое здоровье, кстати. Абсолютно не сумбурно. Мне кажется, нам всем слушателям, и сегодня участникам и в нашем открытом пространстве, все, кто присутствует, мы абсолютно поняли, что такая поддержка, как ресурсный центр, целый отдел в составе 6 человек, специально коворкинг-центр, сайт создан для развития, поддержки информационной подпитки ТОС, количество активных и имеющих место быть на территории Иркутской области. Очень много ТОС зарегистрированных и не только. И мы еще, может быть, завтра или ваши коллеги расскажут про опорные пункты. Наверное, ваши коллеги расскажут, что тоже интересно, я это вычитала где-то, это тоже интересная практика. Так что, Анна, я благодарю от себя лично и от всех, кто о вашем опыте сейчас узнали. И мы продолжаем историю с Иркутской областью. Я очень хотела бы представить Александру Егорову. Мы поговорим о поддержке ТОС в городе Иркутске, начальника управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска. Звук, пожалуйста, включите.
Сейчас, минуточку. У нас 83 участника, Шикарно. поэтому... Да, коллеги, сейчас слышно Да. меня? Да, слышно. Спасибо большое. Да, добрый день. Приветствую всех участников. Здравствуйте. Ну, на самом деле, Анна уже много рассказала из того, что и в Иркутской области, в принципе, да, и упоминала то, что делается в городе Иркутске, поэтому постараюсь максимально кратко рассказать о том, о чем Анна умолчала, да, скажем так, не рассказала. Мое управление называется управление... Прошу прощения, коллеги. Мое управление называется «Управление реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска». И, собственно говоря, в рамках своих полномочий мы оказываем ресурсную материальную поддержку территориальным общественным самоуправлениям на территории города Иркутска. История территориальных общественных самоуправлений в городе Иркутске начинается с 2007 года. В 2007 году она началась, когда в городе был официально зарегистрирован первый ТОС. Он назывался «Пульс добрых сердец». Называется до сих пор. Сейчас в городе Иркутске создано и работают 67 территориальных общественных самоуправлений, но только один имеет статус юридического лица, это ТОС «Рубин», Анна об этом говорила. Наши территориальные общественные самоуправления работают как в массивах многоквартирных домов, так и в частном секторе. Одним из основных направлений работы органов ТОС является организация досуга населения по месту жительства и благоустройство придомовых территорий. Есть у меня цифры статистики, они примерно вот так выглядят на данный момент. Доля жителей города, участвующих в деятельности ТОС в 2021 году, составила 22%, с небольшим хвостиком. Это 137 тысяч человек. Конечно, мы, как и жители других субъектов, ощутили на себе влияние ограничений, связанных с коронавирусом. Многие традиционные для ТОС мероприятия в текущий год, да, в прошедший, в принципе, не реализовывались, по объективным причинам, это понятно. Сегодня иркутские ТОСы – это и движители общественной жизни, и первые помощники администрации в решении вопросов местного значения. Администрация города Иркутска высоко ценит иркутские ТОСы и на протяжении ряда последних лет оказывает им системную поддержку. Собственно говоря, теперь буквально несколькими абзацами о том, что это за поддержка. С начала текущего года в Иркутске действует муниципальная программа «Общественная жизнь». До 2020 года она называлась «Открытый город». В рамках муниципальной программы на поддержку деятельности территориальных общественных самоуправлений ежегодно выделяется 3,6 миллиона рублей. На что направляются данные средства? В рамках взаимодействия с территориальными общественными самоуправлениями и для поддержки ТОСов мы ежегодно проводим конкурс на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления в городе Иркутске. Общий призовой фонд конкурса составляет 2 миллиона рублей. В 2021 году конкурс мы уже провели и завершили. Надо отметить, что в этом году мы поддержали 42 проекта ТОСов. Еще одним конкурсом, в котором наши активисты ТОС могут участвовать, это конкурс «Миллион на добрые дела». Он у жителей Иркутска на слуху, старый, традиционный, и, как следует из названия, целый миллион рублей мы направляем на поддержку социально значимых проектов. Наши ТОСы в этом конкурсе также активно участвуют. Среди мероприятий, которые мы проводим для поддержания ТОСов, я хочу отметить буквально несколько, хотя, понятно, их много, но мне очень симпатичен наш проект «Летний кинотеатр во дворах». Опять же, из названия все понятно, передвижная кинопередвижка, тавтология, да, но тем не менее, приезжают во дворы, показывают фильмы, мультфильмы по заявкам наших ТОСов. Пожалуй, следующее мероприятие пропущу, тем не менее, только название перечислю. Иркутский Арбат, если будет необходимость, поясню. Проект «Иркутск обучающий город». В рамках этого проекта мы реализуем проекты, в которых ТОСы участвуют: неделя неформального образования, неделя неформальных каникул, городская площадь талантов. В принципе, говорю еще раз, названия наших мероприятий, они говорящие, то есть, по сути, можно и не расшифровывать. На протяжении многих лет в Иркутске реализовался замечательный просветительский образовательный проект «Школа активных граждан». Последние 2 года мы этот проект поставили на паузу, опять же, по объективным причинам, но с 2020 года мы хотим его возобновить. Это серия лекториев с участием представителей управляющих компаний, моих коллег из администрации города Иркутска. Учим людей работать с управляшками, с ресурсоснабжающими организациями. В общем-то, если говорить коротко, повышаем их правовую грамотность. Коллеги, тоже прошу прощения, доклад большой, я его перелистываю. Что хочу вам отдельно рассказать, и это, наверное, заслуживает, прям внимания. 10 лет назад в городе Иркутске было создано муниципальное казенное учреждение, городская организация развития общественной деятельности МКУ «Город». Коротко мы так называем, аббревиатура МКУ «Город». И вот
Это МКУ «Город» в настоящее время оказывает иркутским общественникам ресурсную и имущественную поддержку. В настоящее время на балансе учреждения, а это учреждение подведомственно моему управлению, находится 60 помещений. В них расположено 37 опорных пунктов и 23 ресурсных центра. Что такое опорные пункты? В опорных пунктах работают наши специалисты по связям с общественностью, которые ведут прием граждан, оказывают методическую, организационную поддержку иркутским активистам. Ресурсные центры – это наши муниципальные помещения, в которых мы предоставляем рабочие места социально ориентированным некоммерческим организациям и в том числе территориальным общественным самоуправлением. Кроме того, МКУ «Город» оказывает ресурсную поддержку для проведения мероприятий территориальных общественных самоуправлений. По заявкам мы предоставляем ТОСам наборы конфет, например, для поощрения своих активистов. В активе, в закромах МКУ «Город», можно и так сказать, есть музыкальное и проекционное оборудование. Соответственно, по заявкам ТОСов это оборудование предоставляется им для проведения их мероприятий. Кроме того, наши специалисты, опорники, я уже об этом тоже сказала, но тем не менее оказывают методическую, организационную помощь нашим руководителям наших ТОСов. Буквально два примера, и, наверное, подойду уже к завершению своего доклада. Себе выписала самое интересное. Понятно, что, опять же говорю, год коронавирусный, все очень сложно, через терник к звездам буквально работаем, но тем не менее. 22 августа специалисты МКУ «Город» совместно с ТОСом «Перспектива плюс», а ТОС этот уникальный тем, что он работает на территории частного сектора в городе Иркутске. Соответственно, все сложности, о которых мы можем подумать, они как раз ТОС с ними и сталкивается. Совместно наш специалист совместно с ТОСом организовали выезд для актива ТОСа в село Анга, в музей святителя Иннокентия. Потрясающее место, далеко от Иркутска находится, но тем не менее собрались, и люди выехали. 3 октября в роще «Звездочка» в городе Иркутске ТОС «Рубин», это тот ТОС, единственный в городе, который имеет статус юридического лица, организовали классное мероприятие «Экологическая тропа студгородка». Мероприятие живое получилось. И мне очень приятно отметить, что это как раз сообща, мероприятие реализовано сообща нами, администрацией города Иркутска и ТОСом. Коллеги, планов у нас на самом деле много. Я, может быть, тогда скомканно ресурсно, но организаторы подгоняют, я прям смотрю на часы, слежу за таймингом, поэтому бесспорно планов много, желаний много. Очень надеюсь, что следующий год позволит нам реализовать все мероприятия, которые мы в этом году поставили на паузу, и вернемся к 100% исполнению наших планов. Коллеги, все, я готова ответить на вопросы. Огромное спасибо. Такое очень информационное, содержательное выступление Александра. Действительно, город Иркутск, он намного больше Якутска, да? Но я слышала и читала про ваши опорные пункты и рисовала себе разные картинки. Я никак не могла представить, что это имущественная поддержка для таких, для активных граждан, да, для некоммерческих организаций, для местных сообществ. То есть есть имущественная поддержка, ресурсная поддержка, получается, человеческие ресурсы в виде специалистов, да, материальные ресурсы в виде оборудования, музыкальное, проекционное, конфеты, то есть сладкая жизнь в городе Иркутске для мероприятий, оборудование и так далее. Это все то, чего на самом деле нам не хватает при вообще упаковки нашей идеи в проекты и при такой для хорошей мотивации вообще стартануть. Потому что когда идеи хорошие, недавно у нас прошел слет, молодежный слет, да, который проходил, который организовала окружная администрация города Якутска. Идей у молодежи очень много, и они сетуют на то, что они боятся ответственности, не знают, где они будут проводить и организовывать соседские центры, третьи места, открытые пространства, у них нет оборудования и так далее. Так вот, мне кажется, есть ответ на вопросы, да, где это можно взять, особенно на первых порах, для своих идей, для своих проектов, инициатив, потому что все это исключительно останется на территории города для жителей, для повышения качества жизни и так далее. Огромное спасибо. Спасибо, я хочу сказать Анне за то, что она сосватала такого классного спикера, да, и Анне Бушевой мы дадим слово. У нас есть 30 секунд для Анны Бушевой. Анна, прием.
Сейчас подключим. Мгм. Я, Ольга, хотела добавить, как раз по молодежь, когда вы начали говорить, у нас также с ТОСами, то, что мы на связи, родился уже сам по себе новый проект, потому что стали обращаться те же бабушки, у которых нет страниц в соцсетях, а они везде нужны для конкурсов, даже для отчетности. И у нас уже стартуют в муниципальных образованиях такие, как сказать, пробные мы устроили с школами на местах. Ребята молодые на уроках информатики работают с бабушками в территориями, с ТОСами, помогают создавать им как раз страницы в соцсетях, обучают их работать. И на этом мы не остановились и пошли уже дальше. На уроках трудов старшие классы делают метелки, лопаты, все то, что остается потом в ТОСе для уборки территории, субботников. И вот оно, сотрудничество, получается, молодых специалистов в территории именно с ТОСами, муниципальными образованиями, с молодежью. И они уже думают, что можно сделать дальше. У нас уже школы работают в маленьких деревушках именно с председателями. Когда председатели чувствуют поддержку на территории от муниципальных образований, специалистов, школ, они сами готовы делать. И у нас уже даже родился сам по себе проект, что бабушки одинокие помогают детям делать, приходят уроки первоклассникам в школе на продленках, водят их в музеи, в театры, там, на елки. И это вот само идет, просто мы уже вышли на школы, и школам стало самим интересно. И вот здесь тоже идет продвижение как раз территориально-общественных самоуправлений в территории через образование, и довольны все, и молодежь, и бабушки. И бабушки уже бесплатно приходят на труды, обучают детей вязать, там, пеленать, готовить, что хотите. Вот вам еще, как говорите, куда вам оформить молодежь. Огромное спасибо. Это, мне кажется, очень пригодится, да, и для города Якутска, и здесь вообще подключены не только город Якутска, практически все наши муниципалитеты, всего у нас их 36, и Анна, Александра, мы вас благодарим, это очень классный, положительный, эффективный опыт, действительно, и такой мультипликационной поддержки, я бы сказала, да, инициатив, идей, и то, что вот сейчас Анна вот этот опыт презентовала, это как раз объединение молодого поколения со старшим поколением, и еще одна из мер поддержки – это информационная, и действительно очень сложно сейчас выиграть какой-то конкурс, если у тебя отсутствует информационный ресурс в виде странички в соцсетях, в виде своего собственного сайта и так далее. И мы прекрасно видим, что у нас старшее поколение не владеет всеми вот этими интерфейсами, всеми гаджетами и возможностями, которые есть, а это объединение старшего, младшего поколения для того, чтобы в своем родном городе, в своем родном дворе, да, сделать что-то доброе, классное, и то, что Да. останется на Да, века. коллеги, Благодарим. простите, а можно буквально еще минуту? Прямо Да, не могу, конечно. да. Это как обычно, Да. да, умная мысля, что называется. Так. Ежегодной формой поддержки для наших ТОСов, помимо всего, вот Анна просто рассказала, и я поняла, что не могу не рассказать об этом, являются наши семинары для ТОСов. Мы буквально в этот четверг проводим очередной ежегодный семинар для иркутских ТОСов. Тема работы в социальных сетях тоже включена нами в повестку. Кстати, с подачи Анны. Аня, спасибо большое за подсказку. Вот, так что будем учить наши ТОСы просвещать, образовывать, развивать. Спасибо. Спасибо большое. А можно будет ссылочку получить на ваш семинар, чтобы посмотреть, как это происходит? И, может быть, мы потом Он проходит в действительно очном будем... формате. А Мы его в проводим в очном формате, да. в очном Свой страх и формате. риск, да, да. Да, ну все понятно, но я считаю, что нужно прямо сейчас налаживать мосты, и если у вас будут форумы ТОС, было бы неплохо, если бы мы там присутствовали, и хотя бы виртуально, мы не говорим пока про реально, но и наоборот, да, то, что происходит сейчас на нашей площадке, хотелось бы, чтобы это была добрая традиция, потому что, мне кажется, впереди у нас много интересного. Благодарим Иркутскую область и город Иркутск, и сейчас с удовольствием предоставляю слово
Есть у нас подключен или нет Владимир Сидоров? Как-то маякнуть подключен? Отлично. Председатель региональной ассоциации ТОС Ульяновской области, член правления общенациональной ассоциации ТОС. То есть у нас сейчас на связи город Ульяновск, Владимир Сидоров. Мы с вами еще не знакомы, но надеемся, что мы сейчас увидим и услышим друг друга. Подключен? Не видим? Мы пока не видим. Елена, может быть, вы созвонитесь? Здравствуйте. Вот Включить, видим. да. А то мы пытаемся включить звук, а нас никак не включает. Поэтому, я думаю, вроде сурдопереводом еще не научились говорить. Поэтому Всё рады понятно. приветствовать вас с Ульяновской земли, с родины Ленина. Да, все потому что, Добрый как день. сказать, ленинская столица у нас как раз в Ульяновске. Да, очень приятно видеть замечательных людей. Москву, Пермь, Волгоград, Архангельск. Теперь же, видите, Якутск подключился. Да, потому что движение ТОС в городе Ульяновске, оно с 2011 года, мы молодые, а в Ульяновской области оно началось в 2016 году. Поэтому мы молодые. Ну, как всегда говорю, что мы молодые, но шустрые. Много коллеги что сказали. Мы хотим показать вам фильм. Все-таки фильм замечательный. «Не мил и свет, если ТОСа нет». Это в рамках проекта фонда президентских грантов мы делали. И название, видите, какое. Поэтому попрошу включить фильм, и как раз мы его посмотрим. Эхо. Где течет река Свияга с исторических глубин, мы предания и память словно летопись храним. Единство и духовность к нам дошли через года. Эх, наша милая родная мостовая слобода. Здесь была когда-то битва, от которой стынет кровь, и погибло здесь немало очень славных казаков. Храмы верно неразрывны, наше братство навсегда. Эх, никогда их не забудет мостовая слобода. Много здесь имен великих в те былые времена. Здесь когда-то Стенька Разин брал деревни, города. Город-крепость неприступна, как засечная черта. Эх, и примером этим служит мостовая слобода. Снова слышится далекий колокольный перезвон, отзываясь в каждом сердце, пробуждает счастье он. Мы огромная держава, мы огромная страна. Эх, и великого частица мостовая слобода. У тебя большое сердце и открытая душа, и любовь к тебе, и вера все преграды
Да, ну видите, вы первые увидели наш ролик и песню про ТОС «Мой мостовую слободу». По идее, говорю, хотели вам немножко другой фильм показать, но у нас есть YouTube-канал, и там есть фильм «Не милый свет, если ТОСа нет». Поэтому сейчас у меня есть 3 минуточки, чтобы вам как раз рассказать тогда о деятельности таких же ТОСов, как мостовая. Потому что, как я вам сказал, что ТОСовское движение в Ульяновской области не так давно, оно, как сказать, развивается. Но у нас уже в данный момент на территории Ульяновской области сейчас находится 376 ТОСов, все они уже оформлены как юридические лица. Цель ульяновских ТОСов – это как раз непосредственно юридические, чтобы ТОСы все становились юрлицами. У нас есть ассоциация ТОС, которой в этом году исполнилось 5 лет. Она субсидируется из областного бюджета. Мы получаем более 3 миллионов рублей на деятельность ассоциации. То есть у нас 7 специалистов, 3 бухгалтера, которые полностью ведут бухгалтерскую поддержку ТОСам. Поэтому ТОС и юрлиц никакие неудобства не испытывают. А бухгалтерию мы за них полностью сдаем. Юрист у нас находится, исполнительный директор, СММ-менеджер, который мы понимаем, что для участия в различных конкурсах нужен СММщик. Вот. И поэтому у нас как раз мы освещаем деятельность как раз непосредственно ТОСов. И также у нас есть специалист по проектной деятельности, который учит писать проекты. В настоящее время за прошлый год, при том, что нам выделяется ежегодно 3 миллиона 450 тысяч, более 10 миллионов привлечено из фонда президентских грантов. Поэтому, видите, стараемся через ТОСы благоустраивать территорию и помогать нашему региональному бюджету. В настоящее время уже подано на следующий конкурс президентских грантов 46 заявок. Вот, как раз вот видите, надеемся, что большинство из них победят. Хочу остановиться на городских ТОСах, прям буквально вкратце, потому что времени, я смотрю, у вас не так много. У нас в 2014 году появилась в городе Ульяновске программа субсидирования ТОСов города Ульяновска. Каждый ТОС получает из бюджета города Ульяновска в районе 195 тысяч рублей. То есть это 13 тысяч ежемесячно. Там выходит на руки, ТОСы получают 7800 рублей за вычетом налогов. Также для городских ТОСов закладывают средства для бухгалтерской деятельности 1500 рублей и 3000 на хозяйственную деятельность. Или 36 тысяч можно их тратить сразу за год. Вот. В области такого нет, но в области появилась у нас комфортная среда ТОС. Замечательная программа, что дало толчок нашему ТОСскому движению. То есть из регионального бюджета ТОСы получают средства на счета своих ТОСов. И сами, минуя 44-й федеральный закон, они могут быть заказчиками определенных работ. Они сами выбирают, что им нужно сделать, а у нас сделать очень много. И водопроводы, водоотведение, освещение, дороги, тротуары. И достаточно 3 коммерческих предложений. И сами же мы принимаем эти работы. Мы принимаем эти работы и сами потом тоже, кстати, за все отвечает ТОС. Фактически у нас развивается как раз самоуправление жителей. Если у нас, если не ошибаюсь, в 2018 году выделялось 52 миллиона на эту деятельность, в 2019 50 миллионов. Когда началась пандемия, у нас, к сожалению, это финансирование сняли. В этом году выделено 20 миллионов рублей. На следующий год, в связи с тем, что у нас сейчас новый губернатор, что у нас бюджет, долгов очень много, сказали, что на следующий год, скорее всего, не будет, но через год будет хорошее средство на эту программу. Я считаю, что эта программа уникальная. Она нацелена как раз непосредственно на развитие самоуправления жителей, то, что мы и добиваемся. Жители ведь не сидят дома и смотрят, тут сделали не так, там сделали не так, тут украли. А это вам дали деньги. Сделайте. Их потом с кого спрашивают? Непосредственно с председателя ТОС. Вот это у нас, считаю, что вкратце я вам рассказал. А так у нас есть YouTube-канал Ассоциации ТОС Ульяновской области. YouTube-канал есть ТОС «Мостовая слобода». Там все ролики есть замечательные фильмы, где можно посмотреть, где все рассказывается непосредственно подробно, показывается, вернее, как развиваются наши ТОСы. Поэтому, если есть какие-то вопросы, готов ответить. Но видите, вы сегодня оказались первыми, которые услышали вот эту нашу песню о нашей мостовой. Там у нас засечная черта раньше была, ее основывал для нас старший города Ульяновска. И Степан Разин наш там был. Поэтому, чтобы поднять наш, как сказать, дух наших жителей, чтобы они гордились там, где они живут, вот мы решили записать эту песню. Ну и теперь увидели красоты нашей мостовой слободы. Спасибо вам всем.
Огромное спасибо, Владимир. У меня только один вопрос. Вы сами написали текст этой песни? Нет, конечно же нет. Это все делали профессионалы. Писал у нас, тем более слова писал у нас врач, замечательный врач-общественник. Ну, то, что должно быть, вот эти сами слова, которые что должны там звучать, конечно же, давали мы. Та же зачеточная черта, то, что должны гордиться, то, что у нас как раз и храм. Тем более, когда у нас писали вот эти слова, у нас добавился еще один куплет, когда, про колокольный перезвон, когда мы разговаривали вот как раз с автором слов, звонили колокола на праздник. Он услышал, говорит, нет, я не могу, говорит, я добавлю еще один, говорит, такой куплет. Как раз вот вижу, улыбается Лена Жданова, когда мы были в монастыре, недавно приезжали на замечательном форуме, да, поэтому есть что вспомнить. До сих пор еще в душе, так сказать, святость не пропала. Спасибо огромное, Владимир. Действительно, опыт грандиозный. И здесь нужно также сказать огромное спасибо Елене, потому что это она сказала, что если вы Ульяновск не позовете, то жизнь ваша не изменится в лучшую сторону. Как паровозик ромашку помните, да, чтобы надо будет, если мы услышим пение соловья, то можно сказать, что весна прошла. Или рассвет не видели первый. Вот, и, конечно, вот этот опыт, и даже это видео и песня показывает о том, насколько вы любите свой край, и я думаю, что жители и активные люди, которые воплощают свои идеи в ТОСах, они абсолютно неравнодушны, и действительно программа «Комфортная среда» это что-то такое из разряда «Город солнца» Кампанеллы, это, наверное, будущее, когда все в наших руках, мы сами управляем, да, государство – это мы, и вот этот подход – это очень важно, когда, мне кажется, жителям есть доверие, а у жителей есть ответственность перед тем, чтобы воплощать в жизнь свои идеи. Самое главное – это все остается здесь и сейчас, в тех местах, где мы живем, где растут наши дети, где мы развиваемся и так далее. Это, мне кажется, бесценный опыт, здорово, и такое большое количество зарегистрированных ТОСов говорит о целой, ну, просто сетке, да, взаимодействия власти, общества и, наверное, бизнеса, в том числе, может быть, малого, среднего, когда на территории путем консолидации усилий достигается максимум эффекта. Спасибо. Да, вот я прочитал, как раз Лена как раз говорит, то, что мы не успели рассказать про социальные услуги. Да, правильно вы сказали, что бизнес, наши ТОСы оказывают одними из первых вошли в реестр поставщиков социальных услуг. У нас действуют благотворительные пекарни, мы раздаем продуктовые наборы. Самое главное, что ТОСы уже зарабатывают. ТОСы зарабатывают, уже начинают. Мы, как сказать, ну, вы все прекрасно понимаете, что такое соцуслуги. Поручение президента никто не отменял, чтобы часть социальных услуг передать НКОшкам. И вот у нас уже сейчас 12 ТОСов стали поставщиками социальных услуг, 3 ТОСа оказывают услуги, создают уже, как сказать, рабочие места. У нас, вот, к примеру, мостовой уже более 300 подопечных и более 700 тысяч рублей мы каждый месяц зарабатываем. Вот, и у нас мы раздаем каждый день хлеб, печем, раздаем продуктовый набор раз в квартал. Это все бесплатно для жителей, все услуги для населения оказываются бесплатно. Поэтому, если, говорю, вот найдете и готовы бросить вам ссылочки, это уникальный опыт, и как раз не то, что мы работаем с бизнесом, вот именно, но ТОСы зарабатывают. Самое главное, что зарабатывают. Если в селе вот эти, как центр активного долголетия же у вас есть, наверное, тоже типа того, с пенсионерами работают, вот это можно тоже сделать как ТОС юрлицо. Там достаточно АКВЭДа 8899 и написать заявление Министерству соцзащиты. Поэтому спасибо, Лен, большое, а то я действительно это немножко как-то... У нас все это в фильме есть, просто в фильме все это есть, мы могли показать. А тут, видите, как сказать, ну зато вот другой фильм посмотрели, замечательный, который еще никто не видел. Отлично. Ну, вот это действительно очень хороший пример, который говорит о том, что ТОСы занимаются не только благоустройством. У нас есть такой стереотип, что все только про то, что про территорию, да, про площадки, водоотведение, электричество и так далее. А вот пример о том, что ТОС может оказывать абсолютно профессионально социальные услуги, войти абсолютно легально в реестр поставщиков социальных услуг, который у нас курирует Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. У нас более 40 организаций
и у учреждений коммерческого, некоммерческого плана есть в реестре республики. У нас только в городе около 7 частных пансионатов для престарелых и одиноко проживающих людей с инвалидностью, но ТОСов точно в этом реестре еще не было. И поэтому, возможно, это отправная точка. Да, но еще есть вступил закон в силу о государственном муниципальном заказе, и тут тоже можно посмотреть и думать, каким образом можно на своей территории оказывать услуги, в том числе и вот в социальной сфере. Большое спасибо за ваш пример, который мы точно будем использовать в своей работе и будем советовать ТОСам, в том числе в муниципалитетах достаточно активных, вот на этот рынок выходить. Благодарю. И можно вас попросить ссылки в чат ваши направить вот на YouTube, ваш портал, хотелось бы узнать, может быть, соцсети. Это будет бесценно для нас, мы себе сохраним и обязательно посмотрим ваши фильмы. Все, благодарю. И сейчас мы переходим к практикам инициативного бюджетирования. Успешные муниципальные проекты, которые у нас реализуются. Сейчас идет конкурс, как я говорила, и реализуются уже на территории Республики Саха-Якутия. Я приглашаю Светлану Колодезникову, руководителя отдела инициативного бюджетирования Министерства финансов Республики Саха-Якутия. Добрый день. Да, спасибо, Добрый Ольга день. Анатольевна. Добрый день всем участникам. Я хочу рассказать о практиках инициативного бюджетирования, которые у нас реализуются в республике. Сейчас, минуточку, включаю экран. У меня будет презентация. С организатором. Все. Я не вижу. Так, видно, да? На экран вышло? Да, видно. Так. Ну, в своей презентации хочу рассказать о том, как у нас реализуется инициативное бюджетирование в республике и кто и как может принимать участие в реализации таких проектов. Инициативное бюджетирование – это технология участия граждан в определении приоритетов, расходов бюджетных средств и последующей реализации проектов, направленных на решение вопросов местного значения. То есть инициативное бюджетирование – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения предложений по целям и направлениям расходования определенной части средств местного бюджета. Через механизмы инициативного бюджетирования можно реализовать конкретные проекты, которые предлагает местное сообщество. Например, ремонт дома культуры, разбивка сквера, строительство спортивной или детской площадки. Одной из форм инициативного бюджетирования у нас является программа поддержки местных инициатив. Федеральная программа развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации реализуется в рамках соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Всемирным банком. В настоящее время проекты инициативного бюджетирования реализуются уже в 69 субъектах Российской Федерации. Целью программы поддержки местных инициатив является определение на конкурсной основе наиболее социально значимых проектов для предоставления субсидий местным бюджетам местных муниципальных образований на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. А прошу прощения, презентация, может быть, ее переключать нужно, нет? А не крутится? Нет, вы его регулируете? Да, у меня вот оно на Всегда экране. стоит один слайд у нас. Так, секундочку. Вот, 4-й слайд. Да, вот так видно? Да, сейчас видим. Угу. Спасибо. В широком смысле программа поддержки местных инициатив может рассматриваться как один из инструментов для решения
более общие задачи, то есть для социальной интеграции, которая предполагает создание условий для повышения активности и участия граждан в жизни общества. Конкурсному отбору в программе поддержки местных инициатив допускаются проекты, направленные на решение вопросов местного значения, содержащие мероприятия по развитию объектов общественной инфраструктуры, кроме капитального строительства и капитального ремонта. У нас в республике программа поддержки местных инициатив реализуется, начиная с 2017 года. В 2017 году были отобраны 5 пилотных районов. Вот на слайде вы видите, какие районы. Это Верхневилюйский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский и городской округ Жатай. В 2017 году на конкурс поступило 56 заявок. Конкурсный отбор прошли 32 заявки, и каждый проект, победитель, получил субсидию государственного бюджета в размере 1 миллион рублей. В 2017 году на первом месте стояли заявки по обустройству спортивных площадок. И начиная с 2019 года в программе участвуют все муниципальное образование республики. Механизм реализации программы поддержки местных инициатив приведен на этом слайде. Видно, что со стороны населения у нас должен быть предложен и выбран проект. Население участвует в общем собрании. Также предусмотрено софинансирование, участие в реализации, если там есть неденежный вклад, то есть участие в субботнике, контроль за исполнением работ и приемка работ вместе с администрацией. Со стороны администрации, соответственно, у нас после того, как проект будет одобрен и поддержан на общем собрании, подготовка проекта, сметной документации, подготовка заявки для участия в конкурсе. Обязательно предусматривается финансирование со стороны местного бюджета. И после прохождения конкурсного отбора, соответственно, уже проведение процедур по 44-му ФЗ, отбор подрядных организаций, контроль за работой, контроль за приемкой работы. И у нас, вы видите на слайде, сколько заявок ежегодно поступает на конкурсный отбор. Если в 2017 году от 5 районов у нас было 56 проектов, то в последующем уже, когда все муниципалитеты стали принимать участие, это где-то порядка 500 заявок ежегодно поступает на конкурс. Условия, основные условия для участия в конкурсе на слайде приведены. Объект обязательно должен находиться в собственности муниципалитета, должен быть направлен на решение вопросов местного значения, должен соответствовать типологии ППМИ и срок реализации проекта в течение 1 календарного года. Размер субсидий и средств государственного бюджета на поддержку одного проекта на сегодня у нас составляет 1,5 миллиона рублей. Для городских округов размер субсидий составляет до 3 миллионов рублей. Количество заявок, которые представляются на конкурсный отбор от муниципальных образований, не более 1 заявки. Муниципальные образования, которые являются у нас административными центрами муниципальных районов, не более 3 заявок. Для городских округов с численностью менее 100 тысяч человек, а это у нас городской округ Жатай, не более 3 заявок, а для городского округа Якутск у нас количество заявок не ограничено. В этом году они выходили на нас с таким предложением. И поэтому Министерство финансов пошли навстречу. Количество заявок у нас теперь не ограничено, но ограничены они суммой. То есть на один проект уделяется не более 3 миллионов рублей. И сумма составляет не более 30 миллионов рублей. Сколько будет заявок, как бы городской округ определяется, может быть 10, может быть 12, может быть 15. Типология заявок, которая может пройти и быть реализована в рамках программы поддержки местных инициатив, приведена на этом слайде. Видно, что
достаточно широкая типология в соответствии с федеральным законом 131 о местном самоуправлении. Это объекты тепловодоснабжения, объекты культуры, детские площадки, спортивные площадки, благоустройство территории, содержание дорог, услуги связи и достаточно широкий спектр, который направлен на решение вопросов местного значения. Ну, вот здесь тоже интересно, что если у нас в 2017 году на первом месте были в основном спортивные площадки, то, конечно, когда уже все муниципалитеты, вся республика стала принимать участие в конкурсе, на первое место у нас вышли в основном благоустройство территории и объекты тепловодоснабжения. Заняли первые строчки типологии. Больше всего у нас было таких заявок. Кто может выдвигать инициативные проекты? Инициаторами проектов у нас являются для населенных пунктов численностью менее 1000 человек. Это население населенного пункта путем участия в общем собрании. Население – это граждане, которые проживают на территории самого муниципального образования. Для населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек инициаторами могут выступать инициативная группа муниципального образования. Вот инициативная группа – это у нас может быть группа населения, включающая жителей ТОС, территориального общественного самоуправления, жителей МКД, многоквартирного дома, членов ТСЖ, товарищества собственников жилья, либо это может быть жители отдельных внутригородских районов, внутригородских муниципальных образований на части городских округов с внутригородским делением, либо отдельных микрорайонов и другие самоорганизованные группы населения, созданные на основе общности интересов с целью решения вопросов местного значения. Как можно выдвинуть инициативный проект? Вот на слайде вы видите практически весь алгоритм. Начиная с прошлого года программа поддержки местных инициатив у нас в республике реализуется в рамках единого республиканского проекта «Родные города и села». Проект «Родные города и села» объединил программы, основанные программы с гражданскими инициативами, которые у нас в республике реализуются. Это такие программы, как комплексное развитие сельских территорий, формирование комфортной городской среды, общереспубликанское движение «Моя Якутия в 21 веке» и программа поддержки местных инициатив. Для проекта «Родные города и села» с прошлого года был запущен единый цифровой портал «OneClick Якутия». Поэтому, начиная с этого года, все заявки для участия по этим 4 программам у нас реализуются на единой цифровой платформе. Вот вы видите, что чтобы разместить предложенный проект, нужно зайти по ссылке на сайт OneClick Якутия. Там, кстати, можно посмотреть, какие проекты в данный момент у нас проходят голосование и какие проекты поддерживаются населением. Хочу добавить, что в настоящее время у нас уже идет прием конкурсных документов. Он был объявлен с 30 ноября и будет идти в течение 30 дней до 29 декабря. И как пример, вот я хотела показать еще участие наших ТОС, которые представляли проекты на конкурсный отбор. Вот вы видите, что у нас здесь очень активно работает Чурапчинский район. Были заявки с Горного района, с Амгинского района. Были у нас заявки с городского округа Жатай. Были у нас заявки с Унтарского района. Конечно, может быть, не так много, как хотелось бы, но тем не менее такой опыт уже есть. То есть ТОСы принимают достаточно активное участие, заявки они готовят и предоставляют на конкурсный отбор. То есть в инициаторах проекта у нас специально в наших нормативных документах прописано, что такая возможность предусмотрена.
Ну, в принципе, у меня по презентации все. Я еще хотела показать, что вот у нас есть, не знаю, так видно, вот так видно, наверное, да? Да, видно. Министерство финансов выпускает вот такие брошюры об опыте реализации программы поддержки местных инициатив. Практически все эти информационные брошюры, они у нас находятся, электронный вариант размещены на сайте Министерства финансов, прямо на вкладке «Инициативное бюджетирование». Последняя, вот буквально в этом году у нас вышла брошюра «Опыт реализации программы поддержки местных инициатив». И здесь уже у нас вся информация за 5 лет, начиная с 2017 и до 2020 года. У меня, наверное, все. Большое Спасибо спасибо. большое, Светлана Романовна. И действительно, ППМИ, инициативное бюджетирование в Республике Саха-Якутия очень активно развивается, и были получателями Якутия различных наград международного характера, да, потому что около 500 миллионов в год, и мы сопровождаем небольшие такие наслега, допустим, Мадутский наслег Намского улуса, наш ресурсный центр в свое время взял на сопровождение, мы внедряли там технологию социального сопровождения граждан, нуждающихся в особой заботе государства, и вот это участие конкурса в конкурсах ППМИ одного небольшого наслега, где, кстати, нет зарегистрированных пока еще некоммерческих организаций СТОСов, привело буквально за 3 года к глобальным изменениям среды, освещения, проектно-сметная документация для строительства дома для молодых, значит, специалистов и так далее, детская площадка, спортивный комплекс и так далее, и так далее. И я считаю, что это тот финансовый ресурс, это тот инструмент, но именно при решении с ходом, да, решение большинства голосов, инструмент, который позволяет нам на своей территории просто конкретные проблемы решать и привлекать конкретные ресурсы. И еще мне очень понравилось то, что на последнем совещании, когда мы были с вами вместе, да, с Банком реконструкции и развития, о том, что теперь в обсуждение идей и проектов будут вовлекаться школьники, дети из числа сирот, люди с инвалидностью. То есть речь идет о том, чтобы была внедрена инклюзия, доступная среда, и то, чтобы не только большинство голосов на собрании, но и услышали, что хотят наши дети, о чем мечтает молодежь, и как помочь людям с особенностями, так скажем, или которые нуждаются в социализации, социальной адаптации, как им помочь, как сделать их жизнь лучше, комфортнее и так далее. Спасибо, я вас благодарю. Надеюсь на сотрудничество и надеюсь, что в этом конкурсе, который будет завершаться 29 декабря, у города Якутска будут шикарные, классные, актуальные проекты, которые нужны здесь и сейчас, и они будут успешны и эффективно реализованы. И сейчас я хочу пригласить к нашему разговору Сардану Степановну Стручкову, первого заместителя главы муниципального района Горный Улус. Это тот улус, тот район, где больше всего, самое большое количество зарегистрированных ТОСов, да, 5, но у нас летний марафон наш проходил совместно с экспертами из регионов, мы приезжали в Бердигистяк, это было еще до пожаров, до страшных, просто это было страшное бедствие, которое постигло в том числе горный район, и вся республика, и вся страна, и даже из-за рубежа была оказана помощь на тушение пожаров и ликвидации последствий. Для наших экспертов могу сказать, что 38 домов сгорели, 190 людей остались без крова, но мы буквально 2 недели назад выезжали в Бескёль, встречались с Светланой Степановной и видели построенные новые дворы, дома, застройки. Люди в комфортных условиях встретили нашу суровую зиму. И я с удовольствием передаю слово Сардане Степановне рассказать об ТОСах в горном районе. Спасибо, Ольга Анатольевна, уважаемые участники совещания.
Позвольте представить вам свой опыт работы, опыт работы администрации муниципального района Горный Улус, направленный на развитие ТОСов. Получается, территориальное общественное самоуправление имеет глубокие исторические корни в России, на самом деле, и одним из заметных его проявлений являлись сельские общины и общества. Активно использовалась практика при решении местных вопросов через территориальные институты общественного самоуправления. У нас работа с ТЮЛЬБ также практикуется давно как инструмент эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с населением. В Горном Улусе работа по развитию ТОСов проводилась в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» и ТОСов в Горном Улусе. На 2021 год программа обновлена и называется как «Содействие развитию гражданского общества в Горном Улусе». В данное время на территории Горного Улуса свою деятельность ведут 44 ТЮЛЬБ, которые ведут работу с различными категориями населения по оказанию социальных услуг, и из них юридически зарегистрированы 5 ТОСов. Также в других наших наследниках изъявляют желание зарегистрировать ТЮЛЬБ в качестве ТОС в Министерстве юстиции. Наравне с другими некоммерческими организациями наши ТОСы активно участвуют в грантовых конкурсах различного уровня. В этом году, например, ТОС Айтала Дунского наследия выиграла грант фонда президентских конкурсов с проектом «Здоровые соседи, здоровое село». И возросшая активность и результативность активных граждан и ТОС ставит перед муниципалитетом новые задачи. Потребность методологической и консультационной помощи при разработке проектов, потребность поддержки отчетности деятельности ТОС, необходимость создания определенной муниципальной структуры поддержки некоммерческого сектора, наличие площадок активного взаимодействия органов власти и некоммерческого сектора. Для решения вот этих вопросов и создана и утверждена новая муниципальная программа содействия развитию институтов гражданского общества в Горном Улусе на 2021-2025 годы. Получается, также с целью повышения качества взаимодействия институтов гражданского общества в этом году на базе Центра духовности имени Семена и Сафрона Даниловых открыли пространство коллективной работы Сайды. В этом пространстве в формате коливинга, коворкинга взаимодействует и общество, и власть. Они могут проговаривать свои проблемы. Мы там ТОСам даем семинарские занятия, консультационные мероприятия, чтобы ТОСы могли активно подключаться к инициативному бюджетированию, активно могли участвовать в различных грантовых конкурсах. И проектная деятельность на самом деле началась всего лишь с 6 грантополучателей, а сейчас уже имеем до 23 грантополучателей на сумму около 10 миллионов рублей. На сегодня, получается, мы имеем, за 5 лет работы, если подвести итоги, то у нас есть 20 победителей конкурса президентских грантов, 10 проектов победителей конкурса Росмолодежи, и общая сумма грантов у нас получилась 45 миллионов 369 тысяч 629 рублей. Из них из бюджета муниципалитета было выделено 5 миллионов рублей, из регионального бюджета выиграли 24 миллиона и федерального бюджета 16 миллионов рублей. В реализации различных социальных проектов привлечены 2500 волонтеров, также 395 партнеров и 156 единиц техники. Обустроены 4 сквера, построены 5 детских площадок, 5 спортивных площадок, реконструированы площади Победы, краеведческие музеи. И получается, благодаря тесному взаимодействию гражданского общества, региональной и федеральной власти, нам удастся можно сказать, в районе удалось достигнуть диалога власти и общества, что очень показательно. В этом году мы проводили региональную свою олимпиаду «Игры Манчары» по национальным видам спорта, и впервые в России был применен дизайн-код. Дизайн-код села Бердигистях, и этот дизайн-код выбирали сами селяне. Они предложили идею, они предлагали свои взгляды, и после применения дизайн-кода все ТОСы, все микрорайоны села Бердигистях обустроили свои микрорайоны, там создали пространство для отдыха населения, сделали некие такие
площадки, чтобы люди там отдыхали, чтобы там и зеленая зона была, чтобы цветочки там посадили, скамейки сделали. Поэтому на самом деле результаты неплохие. И думаем, что мы дальше будем продвигать эту идею. И вот говорила про пространство коллективной работы Сайды. С этого года мы решили, ну, со следующего года, с 2022 года, внедрить такие площадки во все наслега на базе библиотек. У нас библиотеки издревле считаются катализатором и вообще драйвером развития наслега. Это центр знаний, это информационное, это общественное пространство. И получается, чуть-чуть надо модернизировать их. У них есть ресурсы, у них есть обученные люди, у них есть компьютеры, выход в интернет. Поэтому если мы все это вместе соединим в пространство коллективной работы, как Сайды, да, и методологию запустим, то эффект будет иметь колоссальный. Поэтому вот кратко по опыту Горного Улуса я вам сегодня представила. Готова ответить на вопросы, если они будут. Спасибо. Огромное спасибо за ваш опыт, за труд. Действительно, своими глазами мы видели, у нас во время летнего марафона в Горный район мы как на пилотную площадку, наверное, как даже на методическую площадку привозили руководителя ресурсного центра Челябинской области Михаила Комиссарова и Жанна Котова у нас была федеральный эксперт. И после этого путешествия Михаил сказал, я бы здесь остался жить. Я не думала никогда, что будет такая высокая оценка деятельности муниципалитетов Республики Саха-Якутия со стороны федеральных экспертов. Но действительно, там есть на что посмотреть. Мы своими глазами увидели дизайн-код, мы своими глазами увидели, как жители готовились к играм Манчары. Это действительно наша Олимпиада, да, на которую приезжали представители министра спорта, Олимпийского комитета Российской Федерации и так далее. У нас все серьезно всегда это проходит и достойно, конечно, и видно, что жители принимают участие в жизни района, в сохранении культурных, национальных традиций. И вот эта идея, пространство Сайды, о котором, да, говорила Сардана Степановна, это такая, нужно представлять, я говорю сейчас для тех, кто никогда не был, и для наших экспертов из регионов, это такая галерея Уфицы на самом деле, когда администрация соединяется с центром духовности вот такой небольшим переходом, чтобы не одевать теплую одежду, а тут же вот так вот через коридорчик попасть в пространство Сайды можно, да, и вот в этот духовный культурный центр. Это тоже такой хороший лайфхак, который можно использовать в наших природно-климатических условиях. Вот. И библиотеки – это те точки входа, которые действительно могут стать центром проектной культуры, центром входа молодежи, волонтерства, активных граждан, принятия, развития идей, проектирования, реализации и так далее. И, по-моему, было постановление, да, или поручение было президента Российской Федерации обеспечить в обязательном порядке все библиотеки интернетом. Если раньше это было про школу, теперь это про библиотеки. Поэтому у вас прям стратегический план, который будет поддержан со всех сторон, и главное, будет еще интернет, что очень важно для нас, для всех, да. Я благодарю всех за участие сегодня спикеров. У нас 86 подключений было сегодня. И вопросы, которые есть к спикерам в том числе, напишите, пожалуйста, в чате. Мы завтра будем продолжать эту историю. Если... Значит, вы еще не указали свою фамилию, имя, отчество, организацию и телефон. Я тоже попрошу это сделать. Это нам нужно будет для обратной связи. И хочу сказать, что 85 подключений, нужно понимать, что точки входа были и с управ, и с общественных советов и так далее. Нас было намного больше. Была представлена вся республика и арктические территории. Спасибо всем тем, кто зашел. И мы их называем
там ресурсные человечки, там, где нет ресурсных центров, там всегда есть ресурсные люди, с которыми мы соединяемся, которые нас соединяют с обществом, властью. Это может быть от заместителя главы администрации до волонтера или специалиста управления, например, по молодежной политике. Но в каждом районе у нас такие ресурсные люди есть. Благодарю всех, кто постарался сегодня сделать так, чтобы было подключение. И низкий поклон нашим региональным коллегам, которые рано утром в Москве заходили в 8 утра, в Челябинске, в Иркутск рядышком, но нашли время, поделились практиками, технологиями. Мы обсудили, мне кажется, те вопросы и те задачи, которые поставили в самом начале. И самое главное, я думаю, что окружная администрация города Якутска точно возьмет на заметку все те практики, технологии, чаяния и предложения, которые сейчас в чате возникали и будут возникать, точно мы применим на практике. У нас будут еще продолжаться, расширяться меры поддержки, мы будем смотреть, подглядывать, учиться, адаптировать, развиваться, быть лучше, краше, сильнее. Я всех благодарю. Пишите еще в чат, есть у нас время. И завтра мы встречаемся в это же время, в 2:30 по якутскому времени, 8:30 по московскому. Наша школа ТОС будет продолжаться. Мы будем говорить уже о различных практиках, технологиях, которые были применены в муниципальных районах, в других регионах, в городах. У нас будет Тулун, у нас будет Ангарск, у нас будут различные интересные практики про соседские центры, про менеджмент и так далее. Я думаю, что нам будет очень полезно все вместе продолжить завтрашнее мероприятие. Встречаемся на этой площадке. До новых встреч. Всех благодарю. Тепла, мира, добра всем. Пишите в чат. Мы еще пока не будем отключать, Леонид, для того, чтобы получить обратную связь. Может быть, кто-то хочет что-то сказать, дадим возможность нашим уважаемым экспертам. Материалы мы все разместим на портале Единого ресурсного центра. Будет запись в YouTube-канале тоже, кто не посмотрел, ссылочки тоже будут. У кого есть что сказать? Хорошо, тогда мы прощаемся до завтрашнего дня. Я очень благодарна, наполнена знаниями, энергией. До завтра.